Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана и глава Халк Маслихаты поздравили Олега Кононенко с 60-летием. Туркменистан и ОАЭ готовятся к проведению совместного бизнес-форума. В Аркадаге стартует неделя культуры Туркменистана и другие новости. В честь 60-летия Олега Кононенко, героя Туркменистана и командира отряда космонавтов Роскосмоса, президент Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравительные послания. В своем обращении президент Туркменистана подчеркнул значимость работы Кононенко для мирового технологического прогресса и улучшения жизни человечества. В Ашхабаде состоялась встреча представителей Торгово-промышленной палаты Туркменистана с послом ОАЭ. Основной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему бизнес-форуму Туркменистан-ОАЭ, который пройдет 25 июня в стенах палаты. Неделя культуры Туркменистана в этом году пройдет в новом умном городе Аркадаг с 22 по 27 июня. Тематика недели приурочена к празднованию 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, а также первой годовщине умного города. В рамках недели ожидается показ художественного фильма «Композитор» и премьера спектакля «Алем Нуры» на сцене Государственного драматического театра имени Амана Гулмамедова. Государственный конный цирк имени Гюраглы подготовил театрализированное представление. В рамках международной выставки Green Tech Amsterdam 2024 состоялась специальная сессия, посвященная возможностям для голландских компаний на туркменском аграрном рынке. Мероприятие объединило представителей бизнес-кругов Нидерландов и Туркменистана. Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов выступил с докладом, в котором рассказал об экономической ситуации в стране, благоприятном бизнес-климате и льготных условиях для иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что Туркменистан активно поддерживает развитие частного сектора и привлечение иностранных инвестиций. Новый посол Болгарии в Туркменистане Руслан Стоянов вручил верительные грамоты председателю Меджлиса Дуня Гозель Гулмановой. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты внешней политики Туркменистана, основанные на принципах нейтралитета и равноправного партнерства. Особое внимание было уделено структуре и функциям Меджлиса в контексте законодательного обеспечения реформ в стране. В Ашхабаде состоялась встреча глав парламентов Туркменистана и Зимбабве. Дуня Гозель Гулманова, возглавляющая Меджлис Туркменистана, приняла делегацию во главе с Мабел Чинамона, председателем Верхней палаты парламента Зимбабве. В ходе беседы Гулманова рассказала о ключевых аспектах политики Туркменистана, структуре национального парламента и практике обмена опытом в законодательной сфере. Особое внимание было уделено внешнеполитическому курсу страны. В Китае с размахом стартовал ежегодный фестиваль шопинга 618, растянувшийся на целый месяц. Инициатором фестиваля выступила китайская платформа электронной коммерции JD.com, впервые организовавшая масштабную распродажу в честь своего основания в 2010 году. С тех пор 618 превратился в настоящий праздник шопинга, привлекая миллионы покупателей со всего мира. Группа экоактивистов проникла на территорию лондонского аэропорта Станстед и облила оранжевой краской несколько частных самолетов. Целью их атаки был личный самолет певицы Тейлор Свифт, которая в эти дни готовится к серии концертов в столице Великобритании. Группа Just Stop Oil, взявшая на себя ответственность за акцию, заявила, что это был протест против чрезмерного использования частных самолетов, особенно знаменитостями. В основном карде предстоящего турнира PFL выступит туркменский боец смешанных единоборств Давлетжан Яхшимурадов. Его соперником в полутяжелом весе станет камерунец Симон Бийонг. Турнир пройдет в Солт-Лейк-Сити в ночь на 22 июня. Бой Яхшимурадова и Бийонга ожидается около 5:30 по ашхабадскому времени. В Туркменистане бой будет транслироваться на канале Сетанта Спортс. Юные туркменские фехтовальщики под руководством Джуманазара Давлетназарова блеснули на турнире Platinum Fencing Cup в Алматы, завоевав 8 наград в фехтовании на шпагах. В активе сборной 1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Особого внимания заслуживает достижение Элиф Абдулаевой, ставшей победительницей сразу в 2 возрастных категориях среди девочек и мальчиков 2014 года рождения и младше. Такой уникальный успех – первый в истории туркменского фехтования. Сборная Испании одержала победу над Италией со счетом 1-0 во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, обеспечив себе выход в плей-офф. Единственный гол был забит на 55-й минуте, когда защитник сборной Италии Рикардо Калафьори отправил мяч в свои ворота. В другом матче группового этапа сборной Англии и Дании сыграли в ничью 1-1. Гарри Кейн открыл счет на 18-й минуте, а Мартен Юльман сравнял его на 34-й. Сборная Аргентины победила команду Канады со счетом 2-0 в матче открытия Кубка Америки по футболу. В составе победителей голы забили Альварес и Мартинес. Капитан аргентинцев Лионель Месси записал на свой счет голевую передачу. Для Месси это
35-й матч на Кубке Америки, что является рекордом турнира. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.